Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Установка нового медицинского оборудования из России. Президент Алан Гаглоев проинспектировал Республиканский многопрофильный медцентр. Новый детский сад «Баллон» и установление прожиточного минимума на душу населения. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании правительства. День рождения основоположника остинского литературного языка. У памятника Костахе Тагурову прошло мероприятие, приуроченное ко дню рождения великого остинского поэта. Президент Алан Гаглоев сегодня проинспектировал Республиканский многопрофильный медицинский центр. В учреждение при поддержке Российской Федерации произведена поставка современного медицинского оборудования. По словам министра здравоохранения Суслана Наниева, в настоящий момент специалисты занимаются установкой, а Минздрав планирует создать план технических осмотров для поддержания всей медтехники в надлежащем состоянии. Новое оборудование позволит ускорить процессы в учреждении, а также оказывать услуги, которые ранее не позволяло оказать техническое оснащение. Президент Алан Гаглоев посетил Республиканский многопрофильный медицинский центр, где ознакомился с реализацией проекта по установке современного оборудования. Поставка осуществлялась при непосредственной поддержке Российской Федерации. В ходе инспекционного визита глава государства осмотрел диагностические отделения, встретился с врачами, инженерно-техническими специалистами, а также пообщался с пациентами. Министр здравоохранения Суслан Наниев проинформировал президента о том, что в настоящее время российские специалисты активно занимаются установкой нового оборудования. Часть оборудования была передана в распоряжение приемного отделения, что значительно улучшило качество оказания медицинских услуг при поступлении больных и повысило доступность процедур для граждан, подчеркнул министр. Нам передан гастроскоп и колоноскоп. Колоноскоп не работал около года, и что не позволяло нам оказывать медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Колоноскопом проведено с момента эксплуатации, введен в эксплуатацию 3 октября, проведено около 12 исследований. Это исследование проводится в плановом порядке, в среднем по 3-4 исследования в день. Также нам передан эндоскоп. Эндоскопические исследования проводятся чаще. Мы на данный момент провели 64 исследования. Предыдущий эндоскоп, которым пользовался Республиканский многопрофильный медицинский центр, свой ресурс изжил, периодически выходил из строя, что не позволяло нам выполнять даже базовые медицинские манипуляции для оказания стандартов медицинской помощи. Мы были вынуждены направлять наших граждан за территорию республики в Северную Осетию, даже исходя из базового оказания медицинской помощи. На данный момент такой проблемы у нас нет. В рамках реализации программы по модернизации системы здравоохранения республики в медучреждение прибыло 10 единиц новых анализаторов. Это современное оборудование позволит улучшить качество диагностики и ускорит процесс анализа лабораторных данных. Вся договоренность есть, мы ждем приезда специалистов и ввода в эксплуатацию. Когда мы их ожидаем? Мы их ожидаем через 2 недели. И также я хочу сказать, что на данный момент у нас работает специалист, а именно главный инженер подведомственной организации Росздравнадзора, который проводит техническое обслуживание, ввод в эксплуатацию оборудования, которое у нас ранее не работало. На данный момент он провел анализ 100 единиц медицинской техники, из них 10 он вернул в строй. В ходе инспекционного визита президент акцентировал внимание на обеспечении функционирования аппаратов диализа. Он поручил министру здравоохранения следить за состоянием данного оборудования, подчеркивая, что от его бесперебойной работы напрямую зависит здоровье и жизнь пациентов, нуждающихся в регулярных процедурах диализа. По поводу аппарата диализа у нас 6 аппаратов, 4 из них находятся в рабочем состоянии, но периодически выходит из строя, что доставляет серьезные неудобства для наших пациентов ввиду того, что они вынуждены ехать на территорию Северной Осетии и там получать необходимое лечение. Решение данного вопроса есть. Мы на стадии заключения договора с подведомственной организацией научно-исследовательским институтом Росздравнадзора, который возьмет на сервисное обслуживание всю диализную технику. В конце месяца они приедут, обследуют, возьмут на сервисное обслуживание, и эта проблема будет в этом отношении снята.
Министр продолжил, что с появлением в больнице гастроскопа открылись новые возможности для диагностики и лечения. Этот современный медицинский инструмент позволит врачам более точно и быстро выявить патологии. Недавно у нас был больной с инородным телом пищевода, которого мы были вынуждены отправить во Владикавказ, потому что у нас не было технической возможности удалить этот предмет. На сегодняшний день у нас такой проблемы Больше нет такой проблемы. С появлением гастроскопа. Да. С появлением гастроскопа у нас таких проблем больше нет. Специалисты соответствующего уровня у нас есть, пользоваться они умеют, и поэтому у нас с этим очень таких важно проблем больше нет. оборудование одно, но очень важно то, что даже вот в плане обслуживания оборудования и в плане работы вот с этим оборудованием. Если есть наши специалисты, конечно, очень хорошо. Если нет, то параллельно надо привлекать молодых наших специалистов. Или обучать, или переквалифицировать, и чтобы все-таки максимально местные кадры были задействованы. Понятно, что есть аппараты и оборудование, на которых пока, видимо, мы не сразу сможем с вами работать. Но тут, понятно, надо привлекать коллег из Российской Федерации, тем более мы периодически видим, какая помощь оказывается, начиная от президента Российской Федерации, администрация, Министерство здравоохранения. Но мы со своей стороны должны тоже делать все возможное, чтобы эту историю направить в правильное русло. Далее президент осмотрел новый флюорограф, расположенный на первом этаже поликлинического отделения. Приглашенный специалист по сервисному обслуживанию смонтировал нам флюорограф, и он сейчас работает. На данный момент проведено свыше 130 исследований, поэтому он работает, у него высокая пропускная способность, он в разы лучше предыдущего. Президент посетил и лабораторию. Здесь он пообщался со специалистами. Они отметили, что новое оборудование значительно упростило их работу и повысило точность проводимых исследований. 21 микроскоп нам передали современный. Довольны. Одним словом, однозначно. Мы передали их и врачам-лаборантам, лаборантам среднего звена и мочевой кабинет на сегодняшний день. Насколько это улучшило, облегчило вашу В разы. Чистота и разрешающая способность у них намного лучше, чем наша. Влияет еще и на точность анализа. Обязательно. На точность и результаты анализа. Директор РММЦ Ирина Догузова рассказала президенту о значимом достижении. В частности, речь шла о том, что в больнице впервые была успешно проведена процедура тромболизиса. Что это за процедура? То есть пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, это с инсультами, поступали, мы их лечили в основном консервативно. Вот. И вчера впервые в первые 3 часа мы провели вот эту процедуру тромболизиса. И результаты очень хорошие. Пациентка полностью восстановлена. То есть, грубо говоря, человек поступил с инсультом. Левые конечности не работали совсем. Никаких движений ни в ноге, ни в руке. И к вечеру после процедуры тромболизиса пациентка полностью восстановлена. Сегодня переведена в палату. То есть, конечно, заработали, да. Провели повторное КТ-исследование. Очага инсульта нет. То есть это такое положительное событие, скажем так, в неврологии и для республики тоже, поэтому очень нас поддержали российские коллеги, это приглашенные реаниматологи, совместно с ними мы вчера провели вот эту процедуру. Я хочу сказать, что вот по вашему поручению была проведена встреча в Москве, принято решение о передаче нам ангиографического комплекса. Ангиографический комплекс – это комплекс, позволяющий решать эти проблемы хирургическим путем. То есть то, о чем сказала Ирина Имзаровна, это лечение консервативное. И в комплексе с консервативным лечением оно показано не всегда и не всегда может помочь. Да, и части пациентам необходимо хирургическое вмешательство высокотехнологичное. И в ближайшие месяцы при помощи наших коллег, передача ангиографического комплекса, мы эту проблему полностью будем решать в республике. То есть те пациенты, кому будет показана та процедура медицинская, о которой я говорила, Ирина Имзаровна, будет выполняться вне ангиографического комплекса. Те пациенты, кому необходимо будет выполнять эту процедуру хирургическим методом, будет возможность предоставлена получение этих медицинских процедур в рамках и в условиях Республиканского многопрофильного медицинского центра. Также хочу подчеркнуть, что ангиографический комплекс, он также диагностический, и который также будет способствовать визуализации
нахождения тромбов и дефектов сосудистой системы. То есть, получается, мы определенную часть той категории, которую мы направляли или в сопредельное государство, или в Северную Осетию, мы уже будем лечить здесь на месте. Практически Совершенно 70%. совершенно верно. В завершении инспекционного обхода президент выразил благодарность Российской Федерации за значительную помощь в укреплении и модернизации системы здравоохранения Южной Осетии. Bozadıstem tengraj gundai, haumai efendi rajdon. Mana összejem sentябрь республика артын фунджазы Нысанкутта штырбарак буннамыдис. Мякоды канам в России президенты указани магаска. Яхиличный фундай. Хшай фараста дихкундер шидыст. Мамана на больницу на Ренчендун. Наканай комплексер мамец кайфахунам бойдам. Флюорограф айройдоуге. Микроскоп айройдоуге. Холодильник айройдоуге. Штырахус ршид республикам. Лоска Саркутта в России президента поручения Магаска, в России администрация Фетчок Хадивак Сергей Владимирович Кириенко. Обун уже мы наши свертуй, что оборудование нашарджета пайда каненч. Кади هم من очередь тавдисмаю каражи фадл коридор тенетен белство, де обунунам наваг оборудование Магаска юлага дар очередь нолбоевтом. Вию, дыккокто вима Я на духтарта сахадак дар бохох куттуй. Чо оборудованир шиди. Ви навагай дар модель таста. Amma man аврысога пропускная способность шефахуном бойдан. Чуй дар дуар тахоттаса нуфылдар. Алан Гаглоев также подчеркнул, что результаты взаимодействия с Российской Федерацией становятся все более заметными. Ви маюма манашешавиттун таражурта Сусану Тарович дар Ирина Имзаровна дар. Будун шол дар гой кохшафта хуссари рестунан. من сфера здравоохранения с хуном розмахистис. Мен махин галмакасам географический комплекс. Мен махави коршава. Вот республика тамашренчент рвестом. Удонен с филдерхой республика. Изоджим مثلا سخیشن на دختر تنوجین فادات شمیسن هم بنات خوس کنم. ما خوس کنم نیو فلما قگاگن مش نیستی آدم فقام بایدنش. Маушу тадар и варзен кандюсты нахи духтурта бенот республика. Фандем азаган штарбуз на Россия президент Владимир Владимирович Путин, Сергей Владимирович Кириенко, Министерство здравоохранения. Хочу здесь обязательно обозначить, когда руководство Российской Федерации направило сюда делегацию, а делегацию тогда возглавил министр здравоохранения Российской Федерации. Здесь он лично обошел все палаты, все кабинеты. И тогда уже был виден подход Министерства здравоохранения. А после, уже по результатам, видимо, и доклада, и президентом Российской Федерации было принято решение о поддержке республики. Очередной раз. Сегодня мы видим, что те моменты, которые были упущены при запуске комплекса и кластера в целом, вот мы когда подошли сюда, значит, директор РММЦ Ирина Имзаровна сказала, что с 2018 года, с тех пор, когда запустили систему, лифты никогда не функционировали. Тоже запущены, они функционируют. И сегодня уже проговорили, готовятся договора, чтобы они подписались, и на системной основе уже эта работа проводилась. Наниев, в свою очередь, рассказал, что в республике находится ведущий инженер Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора. Он провел техническую оценку состояния более 100 единиц медицинской техники и оборудования. Больше 10 единиц техники медицинского оборудования, которое относится к отделению реанимации, удалось вернуть в строй. По итогам командировки будет составлен акт о техническом состоянии всего медицинского оборудования, имеющегося в распоряжении Республиканского многопрофильного медицинского центра, а также районных больниц. И также мы ожидаем в конце месяца приезда коллег также из этого научно-исследовательского института по другим профилям, а это именно лучевая терапия и УЗИ-аппаратура. Наниев добавил, что министерство планирует создать устойчивую систему обслуживания медицинской техники при содействии российских коллег. Часть медицинской техники, которая имеет сложную организацию и высокотехнологичное оборудование, будет обслуживаться по договору с
вот эта российская подведомственная организация Росздравнадзора, иная техника будет обслуживаться на месте. Это дает республике точное, системное обслуживание и уверенность в том, что наша медицинская техника, имеющаяся в распоряжении, будет обслуживаться своевременно, качественно и всесторонне. Хочется поблагодарить еще раз специалистов, которые прибывают в республику, и выразить им огромную благодарность. Если мы говорим о системе обслуживания и ремонта, в Южной Осетии не проводилось ранее. Выглядело это следующим образом. Когда ломалась та или иная техника, приглашали специалисты, проводился поиск специалистов, а это занимало время, неудобства, и которое несло риски для жизни и здоровья. Важно то, что приглашались специалисты, когда уже возникала проблема. То есть на плановой основе и системно эта работа никогда еще не проводилась. Агунда Губозова, Аида Кочева, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. На заседании правительства Южной Осетии под председательством Константина Джуссоева был утвержден отчет об исполнении государственного бюджета за первое полугодие 2025 года, где доходная часть превысила 4 миллиарда рублей, а также принято решение по социально значимым вопросам, включая установление величины прожиточного минимума, выделение средств для помощи пострадавшим от пожаров и открытие нового детского сада «Баллон» в столице республики. Под председательством Константина Джуссоева состоялось заседание правительства Южной Осетии. Вначале глава Кабмина поздравил с назначением нового члена правительства Суслана Наниева и выразил уверенность, что богатый опыт поможет успешно выполнять поставленные перед Минздравом задачи. Удачи в работе. Очень непростое направление. Удачи вам, Суслан Анатольевич. Кабинет министров сегодня принял отчет об исполнении госбюджета за первое полугодие 2025 года. Доходная часть составила чуть больше 4 миллиардов рублей. Предлагаем утвердить доходы в размере 4 миллиарда 133 миллиона рублей, что составляет 45,5% от годовых бюджетных назначений. По расходам 3 миллиарда 660 миллионов рублей, что составляет 39,1% бюджетных назначений. Поступления в виде российской финансовой помощи составили более 3 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы за первое полугодие составили 799,8 миллиона рублей, или 41,2% годовых бюджетных назначений, то, что мы называем своими собственными доходами. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, собственные доходы выросли на 10,1 миллиона рублей. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов государственного бюджета за 2025 год составляет 19,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, как отметил Татаев, выросли и собственные доходы республики. Безвозмездные поступления в виде финансовой помощи Российской Федерации Республики Южная Осетия за аналогичный период составило 3 миллиарда 334 миллиона рублей, что составляет 46,7% годовых бюджетных назначений. Их удельный вес в общем объеме доходов государственного бюджета по прогнозам должно составить 80,6%. И сегодня же правительство утвердило величину прожиточного минимума на душу населения за третий квартал 2025 года. За третий квартал у нас прожиточный минимум в среднем составляет 18 793 рубля. Утверждены правила формирования и ведения реестра лицензий. Они устанавливают четкий порядок для лицензирующих органов в процессе формирования и ведения реестров лицензий. Кабинет министров сегодня внес изменения в порядок исчисления выслуги лет для военнослужащих. Это делается для того, чтобы те военнослужащие, которые проходят службу в Министерстве обороны, либо в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, выходили на пенсию с учетом той прежней выслуги лет. Это соответствует нормам нашего закона о назначении пенсии и, в принципе, соответствует той системе, согласно которой периоды службы в правоохранительных органах, какие бы эти органы не были, они засчитываются
выслугу лет. Правительство выделило из резервного фонда финансовые средства для оказания помощи нескольким гражданам Южной Осетии, имущество которых пострадало в результате пожаров. Финансовые средства направят и на борьбу с африканской чумой свиней в Знаурском районе. Администрации Знаурского района предлагаем выделить 112 750 рублей на ликвидацию и предупреждение карантинных мероприятий, связанных с АЧС в Знаурском районе, а все остальные выделения по 100 тысяч рублей пострадавшим в результате пожаров гражданам республики. В столице Южной Осетии появится новое государственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Балун». Объект построен в рамках инвестпрограммы. На данный момент детский сад готов принять детишек. Дошкольное образовательное учреждение предусматривает наличие 8 групп, 2 из которых коррекционные смешанного типа. И уже хочу еще раз выразить огромную благодарность строителям, прорабу за очень качественную работу такого здания. Реально никаких нареканий, все это очень качественно сделано. Мы уже готовы, персонал и все. На заседании рассмотрели и другие социально значимые законопроекты. Зарина Кочева, Сармат Гузитаев, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. В рамках реализации инвестиционной программы «Сады под ключ» представители акционерного общества «Кавказ.РФ» и российские инвесторы провели рабочие встречи с жителями села Дменис. Специалисты обсудили с жителями создание яблоневых садов на приусадебных участках, а также ознакомились с производственными мощностями местного консервного завода и предприятия по выпуску базальтового волокна. Инициатива изначально обсуждалась на форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» и вызвала большую заинтересованность у сельчан. Представители акционерного общества «Кавказ.РФ» и российские инвесторы в рамках рабочего визита в Южную Осетию встретились с жителями села Дменис Цхинвальского района. В ходе встречи обсуждался вопрос размещения в их личных подсобных хозяйствах яблоневых садов. Данный проект предлагается Министерством экономического развития Республики Южная Осетия для включения в состав государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия «Сады под ключ». О данной программе речь шла на одном из пленарных заседаний недавно прошедшего в Республике экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Сельчане, которые хотят заняться высадкой яблок, проявили заинтересованность. Когда мы приехали в прошлый раз, спасибо ребятам, которые организовали форум экономический, один из вопросов, Айдин Шеримович был на сессии, и одно из направлений, которое было предложено, это распространить ту программу, которая у нас в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии есть, на личные подсобные хозяйства, которые есть в Южной Осетии. Вопрос, который возникает. Программа стоит определенного количества денег, которые, соответственно, будут предоставляться, скорее всего, ЛПХшникам в виде грантов. То есть это безвозвратные деньги. Но оно будет предоставляться не в виде денег, то есть денег до вас никто не доведет. А это не будет товарным кредитом. Это будет просто некий подарок с точки зрения государства и вклад в личные подсобные хозяйства граждан Южной Осетии. Но это где-то 300-500 тысяч рублей дополнительного дохода в год, который он может обеспечить, исходя из текущих цен, которые есть. Поэтому, особенно пенсионерам, учитывая пенсии, если у них есть свободные 10 соток, почему лишние образно 300 тысяч не получить, соответственно, дополнительного дохода? Гости побывали и на консервном заводе и ознакомились с производимой продукцией. Делегация акционерного общества «Кавказ.РФ» попробовали пастилу, которая производится на заводе. Абсолютно натуральный продукт, абсолютно. Без никакой консервации, без сахара, без консервантов, без ничего абсолютно. Абсолютно чистый продукт. Представители делегации побывали и на базальтовом заводе, где ознакомились с технологией производства непрерывного базальтового волокна и перечнем выпускаемой продукции. Алена Алтаева, Альдина Чихоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев направил всему народу Южной Осетии послание ко дню рождения Костахета Гурова. В тексте поздравления, в частности, говорится:
Дорогие соотечественники, сегодня мы отвечаем 166 лет со дня рождения великого осетинского поэта, драматурга, художника, публициста, просветителя, общественного деятеля и основоположника современного осетинского литературного языка Коста Ливановича Хитагурова. В этот знаменательный день желаю всем сохранить наши многовековые традиции и развивать нашу богатую культуру. И пусть наследие Коста Ливановича Хитагурова вдохновляет нас на новые свершения и объединяет наши сердца. С праздником! В Цхинвале у памятника Коста Хитагурову состоялось традиционное памятное мероприятие, посвященное годовщине со дня рождения основоположника осетинской литературы. На мероприятии с участием руководства республики, деятелей культуры, студентов и школьников прозвучали стихи поэта на осетинском и русском языках и были возложены цветы к монументу. Педагоги из школ республики отметили значимость фигуры Коста Ливановича, а дети и школьники продекламировали стихи поэта и подарили зрителям музыкальные номера. В Цхинвале у памятника Коста Ливановича Хитагурова, основоположника осетинской литературы, поэта, публициста и общественного деятеля, прошло ежегодное памятное мероприятие, ставшее доброй традицией для жителей Южной Осетии. В церемонии приняли участие представители руководства республики, деятели культуры и образования, студенты, школьники, а также неравнодушные горожане. Мероприятие было приурочено к очередной годовщине со дня рождения Коста Хитагурова, человека, ставшего символом духовного единства осетинского народа. Участники почтили память великого сына Осетии минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Прозвучали стихи Коста, исполненные на осетинском и русском языках, а также музыкальные номера, посвященные его жизни и творчеству. Я сихур, ех савар ямад, я вот искат, загум я лыстан, кабар я цахусан нумад. С приветственными словами к собравшимся обратились педагоги. В своих выступлениях они подчеркнули особое значение личности Коста Хитагурова для всей Осетии. Коста бирафдабон факутта ядам сарыл. Костай хузан, умане хунам Иран адам сарқазуй, я сард Иран адам тхайратта. Бирафдабон факутта ма. Я растаджи. Костай растаджи Иран адам сарда гурфатсидсте эл хотайк ахетма. Макарази зердналым барстой, карази қарсам нал қости. Амай костай захзагна қаркутта зага Иран адам қар мартам дар қосы. Ама смахта карази бомбаруд. Ама хева Иран адам символ дсте костай сагаста мазаржта Иран фандер. Иран фандер фарси Иран адам рбайуст карази бомбарстой. Почитание памяти Коста Хитагурова – это не просто дань уважения великому поэту, но и важный элемент духовной и культурной идентичности Южной Осетии. Его слово объединяет нас и напоминает нам о том, что мы единый народ с великой историей. صارد بونتنی که فرادی. حالا من مگس که یورادت قدودی و من موی آفتف استزاهگم. منم مسرت نیچی آزون زنی. منم نیچی قد کنزن. وین توست مرددو و منم ماخ نال بونت سارده. در مسم نمایم اما کات کنم قستایم. قستانی ممزو کنه نه آل بونه در. Он был не только гениальным поэтом, но и защитником прав своего народа, борцом за справедливость. Его поэтическое и публицистическое наследие продолжает вдохновлять новые поколения, оставаясь актуальным и сегодня. Творчество Коста прозвучало из уст и самых маленьких участников мероприятия. Традиция наш бой, великий сын кавказского народа, уж минуло тебе немало лет, но образ твой не стер и годы в Осетии, все помнят твой завет. Рухсма наджи мои чомурдан гомай, настина туарзна, эсканам на фандок, хемалзу могу софтецав на андал. Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Дарья Хурьева, Рауль Кочиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. И
сегодня же в селе Хитагурово Цхинвальского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 166-й годовщине со дня рождения основоположника астинского литературного языка Коста Хитагурова. Представители творческой интеллигенции и общественности подчеркнули ценность его литературного наследия и объединяющую роль для осетинского народа. А артисты местного дома культуры, который организовал мероприятие, исполнили музыкальные номера. В селе Хитагурово прошло праздничное мероприятие, посвященное 166-летию со дня рождения основоположника осетинского литературного языка Коста Ливановича Хитагурова. Мероприятие было организовано отделом культуры администрации Цхинвальского района. В мероприятии приняли участие писатели, представители общественности, школьники и почитатели творчества поэта. Для нас Коста – это не просто имя из учебника, это душа нашего народа, творчество осетинского поэта – это глубокое море, которое мы исследуем десятилетиями. И чем ближе мы узнаем его, тем выше становится Коста, отметила писательница Асият Наните. Коста не умер, Коста жив. Это первая апрельская шутка. Такие поэты, как Коста, не умирают. Они навсегда остаются живыми. Поэтесса Ольга Чехоева поблагодарила всех присутствующих и отметила большой вклад Коста Хитагурова в историю нашего народа. Она зачитала стихотворение о поэте. Член Союза писателей Алан Устаев отметил, что Коста Хитагуров оставил нам великое наследие, и его искусство всегда актуально. Памятное мероприятие в очередной раз показало, пока звучат стихи Коста и жива память о нем, не погаснет тот светоч, который он зажег для всей Осетии и для всего Кавказа. Maire festival, da Sinai, da Qalgai Falastum Masauzar da Dor. Tamamen Kanzina, da Sashta Sigay, Ana Khoifawzam Mamor. Артисты отдела культуры Цхинвальского района также исполнили танцевальные номера и продемонстрировали игру на музыкальных инструментах. Начальник отдела культуры Цхинвальского района поблагодарил всех присутствующих и отметил, что этот день – повод еще раз вспомнить его заветы – любить свою родину, свой язык и свой народ. Алена Утаева, Фатима Чочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 15, ночью плюс 10. В Дзалском районе днем плюс 15, ночью плюс 8. В городе Квайса днем плюс 13, ночью плюс 8. В Лениногорском районе днем плюс 17, ночью плюс 9. В Цхинвале днем плюс 16, ночью плюс 10. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.